Садыр Жапаров пообещал до Нового года представить Жогорку Кенеш проект соглашения по кыргызско-таджикской границе. На встрече в Москве со стороны Таджикистана прозвучали ноты обеспокоенности нарушения прав этнических таджиков в Афганистане. Парламентарии Кыргызстана одобрили соглашение с Узбекистаном по Кемберабадскому соглашению. В Казахстане задержаны 7 человек, готовивших беспорядки в день выборов президента. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пообещал до Нового года представить Жогорку Кенеш проект соглашения по кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает 24.кг. Дай бог, и с Таджикистаном вопрос границ решим. Если не будет препятствий, закончим к Новому году. Мы должны жить с 4 странами, с которыми граничим в согласии и дружбе. Ни один гражданин, ни один солдат не должен погибать. Мы в первую очередь должны думать об этом, сказал Жапаров. По данным 24.кг, он отметил, что если на сегодня площадь страны составляет 199 тысяч квадратных километров, то после решения вопроса она увеличится до 210 тысяч. С Таджикистаном мы тоже решим. Мы должны быть единым и безопасным Кыргызстаном. Сейчас мы не едины. Мы сейчас обратно восстанавливаем все. Вы это видели, мы показали это документально. После решения вопроса границы ратификации не только в нашей стране, во всей Центральной Азии установится мир, сказал Садыр Жапаров. Также сегодня Садыр Жапаров заявил, что местность Торткочо на таджикско-кыргызской границе будет признан статус-кво. Такое заявление он сделал на заседании парламента Кыргызстана, где рассматривался вопрос о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном по совместному использованию водохранилища Кемпирабад. О подробности переговоров по границе с Таджикистаном Садыр Жапаров раскрыл, отвечая на критику депутата Адахана Мадамурова. Вы же говорите, что протокол по Торткочо, который вы подписали, незаконен. Можно с ним сходить в туалет. Но та сторона этого не делает. Она берет его в руки и показывает. Показывала уже несколько раз. Восстание во время трехсторонней встречи с участием президента России тоже показывали, говоря, что подписываем вот так и не выполняем. После этого Камчибек Кадыршевич дважды провел переговоры. Мы вернули его и придадим ему нейтральный статус-кво. Мы убедили их, сказав, что пусть не будем ни нашим, ни их, если только потом не передумают. Территория будет нейтральной, мы проезжаем в Лейлек, они проезжают в Хаджиало, цитирует Кактус.медиа президента Кыргызской республики. При этом Жапаров сказал, что с нейтральной зоны уберет дома со стороны Таджикистана около 20 домов, с Кыргызстана 3-4 дома. Реакция таджикских властей по этому заявлению пока не последовала. В МИД Таджикистана сообщили, что предоставят информацию позже. Сотрудник МИД Таджикистана выразил обеспокоенность нарушением прав этнических таджиков в Афганистане. Как сообщает агентство России ТАСС, Вафони Якбек-Зода, начальник управления стратегических исследований МИД Таджикистана, выступая 16 ноября на московской консультативной встрече по Афганистану, сказал: «Мы неоднократно выражали беспокойство по поводу повсеместной охоты на этнических таджиков. Это особенно ярко проявляется в провинции Паншир, столице Кабуле и ряда северных районов Афганистана. Каждый день совершается убийство под предлогом сотрудничества с Национальным фронтом сопротивления Афганистана. Мы решительно выступаем против нарушения прав различных этнических групп в Афганистане, прав женщин, бывших правительственных военных и представителей культуры», заявил Ниякбек Зода. Он подчеркнул, что Душанбе констатирует, что в Афганистане так и не было создано инклюзивное правительство с участием всех политических и этнических групп. В среду 16 ноября в столице России началась очередная встреча в рамках московского формата консультаций по Афганистану, которая, в отличие от предыдущих встреч, проходит без присутствия представителей Талибана, который сейчас правит в соседнем с Таджикистаном государстве. Об этом еще перед началом консультаций заявил журналистам директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Мнение талибов по этому поводу неизвестно. По официальной информации, в 4-м заседании по московскому формату в Москве приняли участие представители власти России, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. В качестве гостей на этой встрече также присутствовали представители Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции.
Депутаты Жогорку, конечно, Кыргызстана одобрила соглашение с Узбекистаном о совместном управлении водохранилищем Кемпир-Абад Волжской области. Всего на заседании зарегистрировались 83 депутата. Из них за соглашение проголосовали 65 человек, против 18, сообщает Медиазона. Ранее в первом чтении за передачу водохранилища выступили 64 депутата, против 18, а во втором 65 были за и 17 против. Также парламентарии одобрили соглашение по делимитации демаркации госграниц с Узбекистаном. Согласно документу, Узбекистан получил 4485 гектаров новых территорий, а Кыргызстан – 19 699 гектаров. 10 октября власти Кыргызстана решили передать водохранилище Кемпир-Абад в Волжской области Узбекистана в рамках соглашения по делимитации границ. Договор об отдельных участках границы и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абада подписали министры иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана 3 ноября в Бишкеке. 14 ноября Законодательная палата парламента Узбекистана одобрила ратификацию соглашения. Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании членов преступной группы, которые планировали массовые беспорядки в Казахстане в день выборов президента. 17 ноября Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября. В результате специальной операции задержано 7 человек, говорится в сообщении. По данному факту начато расследование по части 2 статьи 179 и части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства, утверждают в КНБ. Подозреваемые задержанные выдворены в изолятор временного содержания, и иная информация разглашению не подлежит.